Король дансхолла выразил большие надежды на восстановление своей визы в США. Планами по поводу возможной поездки в Штаты всемирно известный артист поделился в недавнем эксклюзивном интервью журналу Billboard. Мы определенно работаем над тем, чтобы поездка состоялась. На самом деле мы уже оформили все документы, так что сейчас в основном ждем. Хочется поскорее получить визу, в особенности, конечно, потому что я номинирован на Грэмми. Нам всем было бы очень интересно там присутствовать. 67-я ежегодная церемония вручения премии Грэмми запланирована на 2 февраля 2025 года. Престижное мероприятие пройдет в Лос-Анджелесе. Напомню, что в этом году на приз за лучший регги-альбом, кроме Картеля, претендуют также Шенсия, группа The Wailers и саундтрек к фильму «Боб Марли One Love», мировая премьера которого состоялась в феврале 2024 года. Также на премию вновь был номинирован регги-исполнитель с Бермудских островов Коли Батс. Мне лично кажется, что Грэмми отдадут Бобу Марли, но болею я при этом за Картеля. Согласитесь, звучать будет очень красиво. Сначала он вышел из тюрьмы, затем устроил на Ямайке грандиозный концерт в новогоднюю ночь, выступив перед публикой впервые за 13 лет. А после еще и Грэмми выиграл. Вот тогда, я считаю, артисту точно нужно будет ехать в Америку, чтобы лично получать награду. Так что держу за Вайпса кулачки. Надеюсь, у него получится разрешить все проблемы с визой. Она, кстати, была аннулирована еще в начале 2000-х, до того, как артист сел в тюрьму. И нужно отметить, без какого-либо объяснения причин. Но эта неудача не помешала Вайпсу получить мировое признание и завоевать сердца множества фанатов США. Надеюсь, что сейчас, после грандиозного возвращения на ямайскую сцену, ему вскоре предоставится также и долгожданный шанс выступить в Штатах. Jamaica, Jamaica.